Всем привет! Второе воскресенье июля. День рыбака. 9 июля. По традиции, второе воскресенье июля испокон веков отмечали, отмечают и будут отмечать День рыбака. По крайней мере, так было принято у нас, в СССР, в России. Сейчас почему-то придумали какой-то день рыболовства. Там в конце июня 27-го, что ли, всемирного. Нафиг. Все эти западные праздники, День Валентина, там голубые, к чертовой матери все эти. У нас есть День любви и верности, который был, опять же, 8 июля вчера. Мы его тоже немножко отметили даже. Сегодня 9 июля, День рыбака. 2 июля, испокон веков. Так было, так будет. Так что не будем поддаваться западному влиянию, будем отмечать наши русские праздники. Вот. И какой же праздник без Баяна? Какой же день рыбака без Ивана? Да-да, друзья. Ждем Ивана Григорьевича. С утра поливал дождь. Никуда было уже не собрались, потому что семейка моя, с которыми мы обычно по традиции выезжаем на природу, на рыбалочку. Ромка на работе. Леночка с мамой, с моей супругой, с мелким Генчиком тоже сегодня уезжают, потому что завтра надо проходить медкомиссию, потому что медосмотр, вернее, и потому что в четверг они уже уезжают на 3 недели, оставляют меня одного, уезжают в санаторий, на море уезжают, остаюсь я один. Ну, Ромка, когда не работает, будет приезжать. Картошечка, как мы видим, уже подросла. Скоро будем окучивать второй раз. Цветочки у нас вот такие вот. Тюльпанчики отцвели. Расцвели, как их, лилии. И вот такие вот голубые цветочки. Черемуха уродилась в этом году, как мы видим. Несмотря на страшные ливни, ветра и ураганы, все-таки немножко это все завязалось. Так что скоро, очень скоро, через 2-3 недели она уже почернеет, и мы будем ее собирать. В этом году все происходит рано. Так вот, я не договорил. Созвонились с Иваном Григорьевичем после обеда. Ну что, погодка вроде устаканилась, Геннадий, сгоняем? Да не вопрос, Григорьевич, я только за. Планируем выезд на рыбалочку, на Печору. Палаточка наша там уже стоит. В прошлый раз я не разбирал ее. Вот, с одной ночевкой. Сегодня посидим, порыбачим. Вечерком отметим традиционно наш праздник, День рыбака. Мы как-то уже там были с Иваном Григорьевичем лет, не знаю, больше 10 это точно. Может быть, даже 15 лет назад. Вспомним молодость, как говорится. Жду не дождусь. Сказал, что подъедет в течение часа. Час уже прошел. У меня, в принципе, собрано. Такое редко бывает. Обычно ждут меня. Ну, сейчас я жду Ивана Григорьевича. Возможно, сейчас я ему позвоню. Спрошу, что где. И поеду. Просто боюсь разминуться. Или здесь поедет, или там. Сейчас позвоню, выйду на асфальт и поедем. Так что встречаемся, друзья, на реке. Нас ждет праздник, нас ждет рыбалка, нас ждет река Печора. Увидимся. Ну вот, наконец-то и Иван Григорьевич. Ждал его. Прошел час, прошел второй. Набираю, трубку не берет. Я уже все расстроился, думал, что-то случилось. Зашел домой, занес все сумки. И появился. Сколько времени? 8 час, да, уже? Не знаю. 8 вечер. Я не смотрю на часы. Счастливые часов не наблюдают. 8 час вечера. Все. Григорьевич приехал. Праздник продолжается? Праздник идет? Да, всех с праздником. С Днем рыбака. С Днем рыбака, конечно. Так что мы успеем сегодня порыбачить. Между прочим, вот я сейчас тебе скажу, был я вчера где, на Илыче. Короче, говорят, нельзя рыбу брать на рыбалку. Ну, я думаю, да ну нафиг, это неправда. Короче, приехал я на Изнырт,
кидаю, окунь, спустился метров 200, уже вот этот прямой. Окунь. Думаю, почему же не клюет щука? Вот так думаю. Думаю, сейчас встану, чай попью и дальше пойду. Короче, пристаю к берегу, раскладываю. Смотрю, Валя рыбник положила. Пол рыбника щуки. Короче, я его мял, думаю, надо умять. Короче, это съел, ну метров 150 еще, так как вот до елок. Проплыл, кидаю, хоп, щука. Метров 30 проплыл, хоп, щука. Я, короче, 8 штук поймал. Сегодня взял рыбу с собой? Нет. 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 Ну, все равно попробуем. Взял курицу. Ну, значит, будем курицу ловить. Глухаря поймаю. Да, все, погнали. Времени уже нет, мы успеем буквально, не знаю. Ну, что успеем, то наше. Праздник есть праздник, Да. правильно? Всё. Все. Влезет это или на Ниву? У меня пустой. И... Я так... Все. Григорьевич приехал. Значит, рыбалка будет. Погнали. Порогу на щастя біля рідного дому в Україні безкрайній нам казалось, що добре, там, де нас ще немає, нас приймають в обійми добрі лагідні люди, але краще ніж дома нам ніколи не буде. Я так хочу додому, я так хочу додому. Завтра домой Ці хотеть будет. слова заплітні на устах у мільйонів. Только з дому виїхав. Де нам знайомо, де не завжди потрібні. Я так хочу додому обійняти всіх рідних. Я так хочу додому обійняти всіх рідних. Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних. Вот эту песню хочу на сцене спеть. Будем слушать, будем Ну и, смотреть. и смерек. Вода вчера прибывала. Воды дохуя убыло. А? Вода убыла. Че сидим, кого ждем? А? Че сидим, кого ждем? А вот этот мужичок должен на новой лодке приехать. Да. Да. Ну вот мы и на реке. Загрузились по полной. Григорьевич готовит харюзовые блесна. Сказал, что на малосолочку хариуса он сегодня уже поймает. Да, Иван? Он уже солится. Посмотрим. Не урони только с лодки. Помаши ручкой, Иван. Помаши ручкой, говорю.
Будем пробовать по местам Ивана Григорьевича. Направил меня сюда, сказал, что здесь хариус есть. Вот видишь, где аж рубит. Сейчас мы это Да, посмотрим. да. Что, дальше туда ехать? Не, все. Пусть несет. Понял. Сейчас тут будет стоять еще подворот. Ну что, попробуем? Так, ну что, первые забросы. Да. Что-то пока не видать и не слыхать никого. Никто не хочет потревожить. Не видать милого друга. Хоть бы кто-нибудь куда-нибудь дернул. Опа, нет. Показалось. Пошел? А я не понял, или куда-то зацепилось, или что-то было, так непонятно так. Что-то даже хариус-то сам не плесится. Что-то говорят, может вода прибывает из-за этого? Нет. Вода на убыли. Падает. Должен хариус клевать. Вообще должен быть клев. Обязан. Обязан быть клев. Сегодня же день рыбака. Да. Это же не, Просто так. не день автомобилистов. Да. Так, ну что, до первой поклевки. Солнышко у нас уже садится. Так поздно мы еще не выезжали, да? Да. Всяко было и после обеда, и всяко, ну, Чтобы... на ночь глядя, это только зимой. Ничего, Иван, скоро зима уже, да, первый лед. Уже 3 месяца и можно там, что там, июль уже половина практически прошел, август, сентябрь, октябрь. Через 4 месяца уже первый лед, Иван. 120 дней всего. Глазом моргнуть не успеешь. Если только очень медленно. Картошку проокучим, соберем и можно вперед из песней. Так, была одна поклевочка на 20-м забросе, наверное. Народ уже весь возвращается с рыбалки, а мы только едем. Оп. Привет, привет. У людей праздник закончился, а у нас только начинается, да, Иван? Да. Мы же пенсионеры. Да. Что? И на работу там. Куда нам спешить? У нас, как этот горел почтальон Печкин, у нас жизнь только начинается на пенсии. Ты смотри, не хотят. Что-то не берет пока. Он вообще, смотри, тишина. Ни одного всплеска даже нету хариуза. Да. Не может же быть такого, чтобы его не было. Прохладно. Прокладно. Прохладно, да. Мух нету. Как он голодный тогда должен быть. Что там? Камень, что ли, такой большой или что? Медведь такой. А, медведь. Опа. О, окунь. О, с почином, Иван. Первая рыба. Молодец. А я думаю, кто-то, блин, дернул вроде. И я опускаю, блин. Вот, Вон, ведро пока свое складывай. вот тебе, вот тебе и обребились. Где ты там, Вася? Выходи. Вася. Вот тебе и хариус на перекате, да? Да не, так окунь весь на перекате. Я тебе говорю, как шумит. Это берет хорошо. Вон, черное, зеленое ведро под сидухой у тебя. Под этим сидухой, где сидел. А, вот здесь Ну, обрыбился? руки воняют. 100 грамм уже заслужил сегодня. Видишь, вот тут донышко, камушки. Так, лишь бы сейчас не зацепило, аккуратнее, чтобы камень бок. Вот там мелко может зацепить. Не укинул, не кинешь весну. Нет, я говорю, лодкой не зацепить дно. А, Чтобы не упасть с лодки и о том. надо встать на другую сторону. Так. Сейчас я немного вперед проеду, а там, видишь, мелко. А сейчас мы на борт тянем, вот, видишь, камни видать аж, вон.
Немножко. Тут очень мелко просто. Сейчас разверну лодку, чтобы поперек было, поперек. Вон, видишь, 20 сантиметров воды, а мы на моторе едем. Аккуратнее сейчас, может задеть. Не упади. О, задело. Вовремя успели, там бы мы сели на брюхо вообще. Так, ну что, будем ждать поклевок. Поклевок Хариуса, Хариуса. Я не против. Вон, видишь, вот тот вал надо кидать. Вот свал, видишь, куда руку. Там мелко. Мелко, вон камни торчат. Очень мелко, слишком. Оп, есть у меня тоже. Что-то у меня зацепило. Тоже зацепилось, да? Окушок. И у меня окушок. Вот я говорю, под этим свалом рыба стоит. Види. Поднимать тоже не будем. Нет, конечно. Но... Так, ты сюда бы поставил ведро, нет? Бересту ты убери. Выбрасываем. Вот, видишь, нас относят там добрались. А, не надо. Он везде сейчас самосплавом. А тут глубина, так а тут не будет, не возьмет. Якорь же не будем кидать. Самосплавом нам ехать еще сколько. Ну да, не, ну туда подъедете, тут кидайте на место. Ну, не видно. Чуть-чуть назад, вот тот фланг. Окуня-то вон вдоль травы проплыть, тут окуня километр. Блин, такие хорошие места проплываем, и что-то нет поклевок. Да. Бывало. Припозднились, наверное, Иван, с собой мы. А? Рыба спать, наверное, легла, говорю уже. Сегодня день рыбака, какой спать, они гуляют. Они гулять должны, да. О. Жиган прыгает слева. Да? Слева, да. Ну, где мелочь, там и рыба есть. Только как-то он странно прыгал, блин. Не как жиган. Просто щука, может, гонял. Харюзок бы, да? Хотя бы на полкилошку. Да, такая. День рыбака, конечно. Да, на малосолочку-то. День рыбака, ну. Не хотят. Опа, есть поклевка. Была. Удар был. Да ну-ка быстрее. Ну, удар. Устье там. Вот там где-то, да. Тоже был. Тоже был, да? Да, ну мелочь какая-то. Блядь, долго окуня. А тут только... Это разве окунь? Это на одно название. Чешую почистить, и рыбы нет. Как, говорит, измеряют возраст рыбы. Чем больше, говорит, расстояние от глаза до жопы, тем старше рыба. Что-то или об камень, или поклевка была. О, солнце как красиво садится, только в тучах. Да. Я посмотрел погоду, что-то похолодает там. Прохладно будет до 10 градусов, что ли, до 11, 13 там. Завтра пасмурно, а послезавтра начинаются дожди. Ну это Игорь тоже, мы туда поехали, он говорит, а дождь, вон и дождь. Я говорю, да возьмем плащи, блядь.
Ну, выехали, ёб твою мать, солнце жарит на второй день, а он очки не взял, потому что пасмурно. И, блядь, я говорю, ну вот, это же прогноз, это они предполагают, блядь. Может быть, будет дождь. Все, село солнце, спряталось. Теперь вся рыба наша, Иван. Вечерний клев сейчас начнется. Да, выйдет. Щука выходит, Помнишь, мы как здесь язята долбили? да. Вот на этом песочке еще кто-то И я сейчас будет кормиться, и щука. возле берега вот тут. Опа, иди сюда, вон. О, язь, Нет, окунь, язь, да? да. Язек. Вспомни, язь придет. Вот есть, блин, совсем. А небольшой язь. Ну, Опа, я, ушел. сука, баран. Приготовь сачок. А? Сачок, говорю, приготовить надо. Так вон, Вот так. блядь. Он невкусный. Невкусный, косливый, да? Конечно, Окунь. Это разве окунь? Что-то мне эта блесна не нравится. Еще 10 забросов, если рыбы не будет, поменяю нафиг. Нет. Не должны. Такая блесна у меня уловистая была, копия понтона. И плетенка, видать, уже прогнившая, старая была. Об траву зацепился, хлоп и порвал, блин. да. Меня щуки утащили две. Разогнулись карабинчики. Ага. Бля, как трепанет, как, ну, вот такая, ну, килограмма 3, может. Но все равно, блин, думал, что порвал, думал. Нет, разогнул карабин. Я, блин, цепляю на этот же карабин вторую. И вторую блесну. Я потом снимаю этот карабин и закинул, блядь. Ёпта, две блесны по 180 рублей. Как корова языком. Это провокаторша была щука. Да. И я, блин, потом взял и другой посадил. Травушка. Травушка зеленая. Эх, была поклевочка, была. Эх, была поклевочка, была. Поставил резинку. Виброхвостик. В принципе, уловистый. На виброхвост? Да, виброхвостик поставил. О, стянул. Стянул он, собака серая. Он весь уже такой раздолбанный, правда. Ну, покидаю немного. Что любят его. Его очень любят. Блин, что сегодня к берегу? Ветерок-то не еле-еле такой боковой, и все равно к берегу прижимает. Парусность большая у лодки. Вот, друзья, зацените, какое красивое небо. Разноцвет, красное. Как цвет пожара. Вот солнце еще там где-то на горизонте отблески отдает. Белые ночи у нас закончились. С каждым днем теперь все. Темнота. Еще раз прыгнет. Мелкий, наверное. Все темнее и темнее. Еще пару недель и все, без фонарика никак будет. Будет темно с 18 июля. С 18-го? Да. Ну хорошо, у меня 17-го, я еще успею. Смотри, на какой воблер, какой окушок. Так я говорю, у меня на семужную блесну взял окунь. Блять, раз ударил. Я, блядь, думаю, ну, обрадовался. Бляха. Ёпта, на яме кружу. Камеру включил, сейчас громкую связь включу. Что-нибудь это, кому-нибудь да что-нибудь да передай. Станислав Валерьевич на связи. Передавай привет кому хочешь.
Давай. Привет подписчикам. И все? Алло. Да-да-да, слышу. Подписчикам привет. Все слышим. Финансовой помощи не надо, Гена никогда не просит. А насчет рыбы, он заготавливает для семьи. У них всегда рыба на столе свежая и вкусная. Да, и 4 окуня мы с Иваном Григорьевичем уже поймали, сегодня уха будет. Вот. А всякие там диванные эксперты, которые, пишут там, всякую херню, Вот вы попробуйте семью накормить рыбой, чтобы каждый день был налим там, Ну налим-то не каждый день, Станислав. Налим-то так, через день. Чтоб котлеты, чтоб хариус был, сладенький, солененький такой. А, малосолка, да? С лучком, с картошечкой. И картошечку, как Гена садит, Вот. Чтоб с картошечкой был. И сазан-то. О, Григорьевич, Чтобы и котлеты сазана, и копченого, и вяленого, и все есть. Григорьевич окушка поймал. Нет у нас этого сазана, нет у нас только язь. А, ну язи, я А укушки перепутал. такие. А окушки... Язя. Все понятно. Тренируем Вот язи укушков. сделайте котлеты, наделайте котлет, семью накормите, Когда семья, что это мясо есть покупать? Но если не держишь, если скотину будет держать, другой разговор, меньше бы рыбу уходила. Да, с него можно... Да, она и лучше даже, чем всякую курицу покупать. А сказать, Конечно. некогда ходить никому. Что Конечно. еще сказать? Деревянные эксперты, сами сходите на лодку. Что, Иван Григорьевич? Иван Григорьевич поймал окушка и отпустил. Говорит, таких не берут. Коленки как? Коленки как, Иван? Беспокоится? Ничего, лодыжка немножко, а коленка, вон, на одной ноге стою. О, говорит, коленка вылечил, а теперь лодыжку осталось вылечить. Что он, себя заново создает, что ли? Да, он сохранился. Нет, он решил все суставы поменять на новые и жить до 150 лет. Обязательно. Я его буду скоро терминатором звать, титановым человеком. Мне дали справку увидимся. проходить Все равно через увидимся окно в этом там году. на Хорошо. аэропорту, чтобы там будет звенеть. Да, в аэропорту, говорит, уже звеню, как колокольчик, весь, говорит, железо наполовину сделан. Потом поменяем те суставы, потом навесы поставим. Потом средний сустав поменяешь. А вот средний бы надо. Что-то титановый сделать. Да. Это было бы неплохо. Понимаешь? Кстати, Ген, передай пирог, мы готовили 2 раза его с ней. Пирог по рецепту? Пирог, да. Вот. Получился вкусный? Ну, мы маленький готовили, подгорал немножко, но вкусный, да. С Ага. клюквой не получился, с клюквой невкусно, а с брусникой вкуснее. А, конечно. Брусника это вкуснее. Да, клюкву надо жарить с сахаром на противне, а потом Ага. ложить в пирог. Следующий ролик говорит так. Кто с клюквой готовит, то с какими ягодами, и все по полочкам. Ну, видишь, говорят, клюкву надо сахаром пожарить, а потом Надо пирог. клюкву на сковородку и сахаром засыпать и жарить. Она потом такая загустеет и ложить на пирог. Все, у вас... Ну, потом, вот я приеду в гости, расскажешь. Хорошо. Записывать буду. Хорошо. Ладно, пока выключаю. Палки, что ли? Да, кидаем спиннинг, сплавляемся, палатки будем спать сегодня. У вас темно уже там, на Урале? Да, конечно, у нас жара, там ужас сегодня, Еще 2 дня будет под 40. Не, у нас прохладно, плюс 11, плюс 13, где-то так. А в демисезонном пальто не жарко. Да, в демисезонном пальто не жарко, говорит. Да. Скоро придет у нас тоже холод. Нет, я говорю, а так Пару дней жара. темно нет у вас вот по это... Ну, Да, темно уже. а у нас светло еще пока, но уже чуть сумерки. Ну, на 2 часа же, Ген, на 2 часа у вас же московское время-то. Ага, понятно. Ладно. Ну, вот я в 4 встаю. Окунь. О, какой, смотри. Вот Янцикаден, какой красавец на воблер. Донбасский воблер. Серега, огромный тебе привет.
Сергей Башко с Донбасса отправил мне этот воблер 3 или 4 года назад, и он поймал уже тонну рыбы. Тонну. Ты бы бересту брал оттуда? И сейчас намочат. Вот, Янцекадан. Вот это уже приятно тянуть, а то всякую якую шушеру-мушеру. Я говорю, этот воблер универсальный. Его и щука любит, и окунь крупный, я все берет. Хариуса только на него не ловил. С хвостом красиво играл, а хвост откусили щуки. И то играет. Что-то есть. Вот тут они живут, против этой елки большой. Тут же ямка такая, глубочки просто с тобой тогда резвились. Бересту так и не убрал. Так, окунь это хорошо. И взял, главное, когда мотор заводил, воблер у меня всплыл, получается, вверху взял. Я не вел его, он просто болтался, этот воблер. Он у меня плавающий. И с шариками еще. Да. И вот в тот момент взял, когда я не крутил, получается. Ух ты. Блин, на сиденье чуть не уползла, блин. Сейчас оттуда может убежать. Вот и щучка первая, Янцекадан. Вот так вот. Как собак стригутся за хвост и палкой. Да, молодец. Григорьевич поставил воблера тоже. И сразу поклевка. Сошла, да? А? Сорвалась? Да. Ну, хорошо, как отцеплять не надо. Ну да. Только теперь с очка надо отцепить. Это дергает, блин, еще. Так выкинь ты ее в урну, чуть не сказал. Ведро так опасно, только рядом с лодкой, может выпрыгнуть с лодки. Может это. Да, сейчас я отцеплю, да и пусть пока в сачке побудет. Так, ладно. Отцепляйся пока. Рядом с берегом отвел, был ударчик, потом я раз и опять. Слабину дал, да? Да, чуть-чуть это, слабину дал, он, видимо, всплыл, потом натянул только и сразу удар. Я ее сбил. А видишь, а вертушку не хотели, да? Нет. А воблер сработал. Вот. Полежи ты очком пока. Да. И с тобой. Что ты? Там что-то ебануло, пока я распутывал. Щука, наверное. Ну, подними. Язь. Ёп. Аккуратнее, смотри, он сейчас... Слушай, блин, ясь. Смотри, какой хряпал. Опять настоячего, считай. А? Опять настоячего ударил. А, значит, начало всплывать. Я тут что-то запуталось, пока я это распутал, втянул, он уже там. Рыбка плыла, получается, всплыла, и она верховую ударила. Интересно, девки пляшут. А у меня такой клопик есть. Может, его попробовать? Нельзя. Своблер, наверное, окушочек или что там. Кто там? А, господи, смотри.
Вот это да. Крючок отпустить у него. Да. Ты бесстрашный. Блин, опять у них. Рулевое, что ли? С рулевым управлением, видишь, казанка? Казанка с рулевым управлением. Приехали. Да. Приехали. Так, ну чё? Куда-то на камень наехал днищем. Вдоль надо поставить. Да я сейчас переставлю. Вот слезай, выходи на берег. Так, что у нас? Подведение итогов. Подведение итогов, говорю, что пол-ведра поймали? Нет, не поймали. Меньше пол-ведра, но уха есть. 2 щучки, 1 язь и окуня, да? Да. Все нормально. Ну, по дороге, по пути-то что? Ну это так. Это шутя. Да. Че, а ты что-то поправился? А? Что-то как колобок стал, поправился. Холодно? От На холода разбух от холода. Да, на улице колотун. Бррр. Да, Ладно, всё. похолодало. Я еду, мне тут сюда задует. Все, выгружаемся, Да. делаем костер и будем ужинать. Да. Праздник сегодня или нет, в конце Конечно, концов? надо отмечать праздник. Как же, Валя сказала, Гену поздравь, я тебя еще не поздравлял, ну поздравлю, сейчас костра. Ох, блин. Хорошо, хорошо. Да, сам сейчас я поднесу, все. Вот там Все, давай, понамазала. готовимся. Нянина. Кружка. Похолодало как, да? Хорошо. Комаров не стало. Свежо, там. да, А свежо. комары все равно летают. Все равно надо будет спираль, наверное, это зажечь. Вон, оделся в зимнюю. Держит пенопласт это. Спасательный Конечно. жилет. Конечно, даже. Все, по-быстрому приготовили нехитрый ужин. Праздничный ужин, Да-да, вернее, тем более праздничный, да. праздничный. Тут, Нарезочка, огурчики, помидорчики и картошечка. ну, с такие голенью. вот. Ну, тут больше голени, картошки. А ребята сейчас привозили, господи, ящиками помидоры, ящиками огурцы. Мясо 4 подложки, голень. 2 дня питались одним мясом. Вот, чтобы не испортилось. Правильно, какая рыбалка. Вот. Рыбака надо держать впроголодь. Да. Тогда будет шевелиться. Так, ну что, друзьям, тоже нальем, наверное, полную кружку, Да, да, чтобы полную. было. Это вам, друзья, полную кружку, Делите. полную. Это вам, А это это нам. Геннадий. Иван Григорьевич сегодня вместо рыбацкого напитка какое-то беленькое, Уржумка хорошая. морозное. Это, ой, скоро зима, скоро Да, первый всё тут лед. 120 дней ну, по первому льду. 100 дней до приказа. Ну, с праздником, Иван Григорьевич. Давай с днем рыбака. Давно чтобы- уже Чтобы рыба нас не чуралась, чтобы к нам шла, к рукам. Как говорится, что можно потрогать ее. Можно ее отпустить, но потрогать надо. давно уже наши друзья тебя не видели на канале, говорят, где Иван Григорьевич, как? Ну, человек, видишь, страдал, блин, Я говорю, на операции, без ноги. пусть выздоравливает, привет передавай. Ну, очень много приветов, я все не записал, но ну, если я скажу, что, я говорю, Иван Григорьевич смотрит, только писать не умеет, так что он читает ваши комментарии все. Да, я читаю, там читаю где-то что, ну, вот что я напишу.
Как это? У меня я не могу освоить никак телефон. Да некогда, короче. Некогда. А мы Некогда. вот- Я же а мы один. вот потихонечку Чё, находим время. жена, Да. я все, пока я на костылях посадил картошку. Костылем дырочку делаешь, на картошку сажаешь, да? Да нет уж, подпрыгнул. Тяпкой сделал лунку, посадил. Вот это надо было снимать. Как 20 мая посадил. 20 мая? Да, уже второй раз закучил. У меня вот такая А я картошка цветет уже. 4 или 5 еще первый раз окучил, только еще не цветет. Ты хитрые какие-то знаешь. Давай, с праздником. Ну, Юж, там. у меня на общем огороде тоже Да, с не друзьями цветет. тоже. А вот который грядку С я... праздником будем здоровы. Да, с Днем Будьте рыбака. здоровы вы, будем здоровы мы. Да. А если будет здоровье, значит будет еще не одна рыбалка, правильно? Да, рыба будет. Рыба никогда не кончится. Пусть хоть все рыбачат с удочкой. Никогда. Будем. Дай Бог здоровья. Да, здоровье и 100 лет жизни. Это будет хорошо. Хорошо. А только погода мне нравится. Небольшой ветерочек, не холодно, не жарко. Днем будет жарко. Не. Фронт холодный пришел, завтра уже не будет жарко, послезавтра обещают дождь. Вот сегодня днем будет парить. Ну, Да. А после завтра, после сегодня, начнется тучи. ну расскажи, как вообще рыбалка в этом году у тебя? Я всех обеспечил, всех забитый холодильник. Я зем. Ольга уже отказывается даже от щуки. Помочь Дину тоже? Не, туда надо ехать отвезти. Но у меня полная морозилка, полные 2 холодильника. Молодец. Да, морозилка только 1 хариус. Все, вот что я. Один хариус? Да. На всю морозилку? Какой большой. Тунец, наверное. Это не один. Но я тебе говорю, вот один день 41 ясь поймал. Я на продольнике столько не ловил, где-то около 30. Да я, блин, только вот кинул, болтыхнуло. Это я хочу поставить колокольчик. Уже дергает, я, блин, вытаскиваю 2 штуки. Да что ты, блин, я подвожу. Думаю, ну ладно, один сойдет. Я даже, там уже стало с очком надо наклоняться, там обрывчик. Думаю, да, уйдет, так уйдет. Подтаскиваю, блин, это фидерная удочка, блин, в дугу. 2 штуки выкинул туда. Кидаю аж туда к елке. Пошел, поймал. Пакет висит. Полный пакет черный. Повесил второй. Полный. Ведро зеленое. Ну, вот так не полное было. Я даже не считал вначале. Думаю, что это, блин, такой, ну, у них понос такой у этой рыбы. Прет и прет. Ну, косяк был, короче. Потому что, ну, только кормушка упала, бултыхнула, он уже дергает. Еще кукуруза не упала, он уже 1 и 2. У меня 2 крючка. Кормушку едят. Да ты, вот честное слово. А на 2-й день... А тебе на фидер ловил на лимой? Нет, никогда? Не, Не попадал? Харю заловил, а это... Там, думаю, надо проверить, тряхнуть прикормку. Приподнимаю, тук-тук-тук-тук. У тебя, говорит, тоже спортника? Да, с колхозом. Колхозного? Вот, не помню, кто-то персонально вот тебе передавал привет, говорит, пожалуйста, говорит, передай Ивану Григорьевичу привет. А здоровье-то ладно, там многие беспокоятся. Когда я сказал, говорю, Григорьевич, что там, как там? Я говорю, да, на операцию поехал. Хочет быть железным человеком. Беспокоятся многие, а кто-то персонально говорит. Еще вспомнил, хочу передать привет на Ямал
Михаилу Стребко и всей его семье. Очень хороший человек, Михаил. Огромный тебе привет от нас с Григоричем с берегов нашей матушки Да. Печоры. Вон какой вид открывается. Привет всему Ямалу. Хусаинову Таньке привет. Семье всей привет вашей. И вообще, и рыбакам ямальским привет. И вообще всем огромный привет. И Сейчас. с праздником рыбака. Да. Ну, за это надо. Если надо, значит надо. Мы люди не гордые. Сейчас ставлю в кадр одну фотографию. Это мы с Иваном Григорьевичем были, ну, ленточная камера была, я уже говорил вам. А вот тут мы фотографировались с тобой, Да. в этом месте. Нет, чуть-чуть ниже, Да, там да. лиственница, боком вот Костя Алов был. Да, вот да, это. да. Вот. Вот мы лежим с тобой. Да. У меня есть это. Не, лежим, мы лежали, это мы на какой-то дамбе фоткались, на камнях, где лежим мы. Здесь. Не, тут мы переночевали. А это был у нас обед, где лежим вдвоем. Да. Да. Я вот вставлю фотографию. Это был или 2005, или 2006 год. Точно не помню, но... Если не четвертый. Нет, четвертым я камеру только купил, видеокамеру. А там А, у меня камера значит, была. пятым. Ты голышом здесь бегал, купался еще. Ну потом правильно, утром. но утречком рано встанешь и как хорошо. Пришел, окунулся и, блин, здоровый У человек. меня все заснято. Ну что сделаешь? Вот, и с тех пор мы сюда вместе не попадали, да, Да, потом? да, это прошло 18 лет. Как минимум. Да. 18. Как будто 18 мест. Какой? Как будто 18 дней. Вот, смотри, ты нам на двоих готовил. Ну, у тебя же... Официант, это на двоих? Ты ж нафиг. Пожалуйста. Так что очень приятное воспоминание. Лесок этот, видишь, подрос, не было. Да, вот эти этих сосенок не было. сосенки были, можно было перепрыгнуть. Так ты что, они были вообще вот такие вот. Не было их вообще, мы сфоткались, же не было, подсада лес был. Да, там был просто подход к этому дереву, дерево было видно, все повымыто. А сейчас вон сколько. А сейчас вон уже начинает зарастать, вот здесь вот сосны пошли. Да, ну я же говорил, когда мы ехали по Зимнику, я там лес возил. Я некоторые места так не узнаю, потому что деревья такие выросли к самой дороге уже. Блин, а там было, там простор, там морожка была, там это болото открытое, а все заросло. Кружит, к ведру А, ближе. А что, в ведре видишь? В ведре рыба, да. Здоровые какие, да? Да, но я говорю, когда в Усинске чистишь рыбу, один прилетает, кружит, а я чищу и на берег, потому что в воду что кидать? На берег, один кружит, улетел, нету никого. Потом летят, блин, целая стая. И вокруг меня прямо, я кидаю, они, блин, чуть не в лед. Дерутся, блин. Ну, и они дикие, и я там как дикий один. И они не боятся, блин, так. Тут-то хоть боятся. Немножко, ну давайте. Ага. С праздником. Все-таки Ну. вырвались, все-таки День рыбака отметили на природе, Так как я- полагается. Ты сказал, это поехали сюда. У меня план, блин, такой. Я когда с Игорем был на Илыче, и думаю, я рвану все равно туда. Игорь сказал, поедешь? Нет, я рвану. Ну просто, понимаешь, я ведь человек немножко зацикленный. Я сказал, надо ехать. Я все равно, я встал 3 часа, эту лодку сдул, в багажник еле засунул себе. Она торчит. Багажник влезла. Ну да, но она чуть торчит. Я эту крышкой привязал сюда, зажал мотор рядом, блин, на сидушку, туда ногу, где ноги.
как положено, бачок сюда, это сюда. Пристегнул. Пристегнул его, все. Поехал. Короче, в 6 часов. Приехал, блин. Начал качать. Пружина лопнула. В насосе. Что, блин? А 2 мужика моют лодки. Они с Когеля спустились. И у них насос есть. Не подходит вот эта штука мне к клапану. Короче, вынимаем их. Этот, ну, как бы, который к клапану подходит. И мою часть. Ставим в него, и он мне дает. И я накачал, короче, лодку. Все равно. Можно было вернуться, сказать, ну а вдруг спустит или что. Нет, накачал, попер, блин. Попер, приезжай. Один поехал? Да. Приехал на Изнырт. Блин, там лодка, смотрю, сетку проверяют. Там лодка рыбачат. Короче, еще лодка спускается, тоже блесну кидают. Потом раз увидел, это все заводится. И ниже меня встает, и смотрю, мушки кидают, и в этом самом буруне, блин, где вот перевал этот, там, блин, лодку переходишь, подкидывает как мячик. А тут бурун. И, короче, я кинул якорь, а меня несет против течения. Там отсюда струя сильная, и отсюда. И вот тут заворачивает. И я думаю, это нафиг якорь. Я снял, думаю, пусть носит куда хочет. И вот меня носит туда-сюда. Что не кину, блин, окунь, 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 окунь. Да елки-палки. Ну, вот в таком буруне и окуня стоит. Ну, дай Бог здоровья. Дай Бог. Ой, самое главное вот не болеть. Болеть и вообще я не знаю, я, Господи, Боже мой, чтобы хоть это, чтобы двигаться на ногах, блин, до конца своих дней. Движение это жизнь. Еда. Если я полежал, блин, там вот это, блин, 10 дней, то, блин, у меня аппетит пропал. Я 10 килограмм похудел. Вот я всю жизнь пришел с армии, у меня было 91 килограмм. Я пришел с армии. Я начал усиленно, курил, потом с лесовозом этим, блин, сбил до 80. И вот все время, вот что бы ни ел, 80. Сейчас поехал на операцию, минус 10 килограмм, 70 килограмм. Валя сразу сказала, так и ты вышел с больницы. Ну, я сразу посмотрел, а ты усунул, так щеки упали, думаю, ну надо кормить. Я говорю, да и там ведь кормят, но дело не в том, у тебя нервы какие-то. Переживал? Да, и понимаешь, вот это, ну ты хочешь шевельнуть пальцами, а она не шевелится. Ты хочешь резко повернуться, а она не дает, как бы кто-то тебя держит. И, блин, такое ощущение, что ну нет аппетита. Вот принесут чай, там попил чай, а кашу, ну не хочу я есть. И все, из-за этого 10 килограмм. За 12 дней скинул 10. Ну, сейчас поправишься. Ну, да я поправляюсь, вот я все, эликсир молодости употребляю. Эликсир, все говорят. Будешь, говорит, пить первак, голову, как они говорят. Рано сдохнешь, говорит, ну, каркают там, говорит. Это, говорит, яд. Скажи, у вы меня, всегда пили, да, первак? у меня отец этот яд оставлял на лекарство. Вот отцедит, все, и вот как только что-то желудок заныл, все, туда ложечку перца перемешал, пол-ложки соли, перемешал, болтых. Все бактерии умирают. Все, суп поел, пошел на работу, приходит здоровый человек. Мать, ну что, режет? Вот так вот. Нет, не режет. Ну, резала, потом после 70 лет. Режет и режет, блин. Так, блин, вот тут режет. Он грелку поставит, уснул там. Потом перестает резать, все. 72 исполнилось. Я как раз приехал в отпуск. Где отец? Отец в больнице. А что-то режет его в правом боку. Я, блин, в больницу. Где там, какая палата, там, вот там зайди, там окно, там. Подошел к окну, стучусь, мужики, позовите Григория Дмитриевича. Потому что все его так знают, потому что он как
механиком работал на бригаде. Ходил на работу до 85 лет. Позвали, он пришел, держится за бок. Я говорю, что с тобой? Да, блин, какую-то кишку вырезали. Аппендицит сделали в 72 года. Какую-то кишку вырезали. Я говорю, ну что? Ну, сказали, что буду жить. Я говорю, ну, слава богу. Да я, наверное, завтра пойду домой. Я говорю, что? Да потому что доктор не разрешает лежать. Ходи, говорит, ходи. Так я могу и вокруг дома ходить. Я говорю, ну смотри, если что-то, я приеду за тобой. Потом утром мужик приходит. Отец сказал, чтобы ты приехал за ним. Ну, я поехал. Привез, все. Вот мы сели. Он маме, а где лекарство? Вот он этот первак приносит. Говорит, вот теперь... Ну, доктор сказал, нельзя злоупотреблять. Я же говорю, ну мы же не на зло, для аппетита. И все вот так. Дай Бог здоровья. Дай Бог, чтобы все были здоровы. Вот я говорю, не дай Бог вот ложиться в постели. Да. Это еще день можно проваляться с похмелья. Там Но 3 дня. быстрее от тоски умрешь, чем... Так в том-то и дело. Какой-то журнал какой-то принеси, там что-то, ну, это не идет в голову, потому что ты думаешь, уже все, здоровье подорвано. Вот что. Все будет хорошо. Я, конечно, внимания не обращаю сильно. У нас с тобой, Иван, еще первый лед скоро будет. У меня вот 120 дней. У меня вот так, здесь все до половины, блин, все нормально, башка валит, соображает, не кашляю. Но ноги, блин, вот ноги, колени. Как у меня уже 50 лет колени. И это все лесовоз. 30 градусов. На коленях, блин, под машиной, донкраты. А я На площадку один мазовское колесо. на этих снегоходах колени застудился. Ездишь на эти буксировщик, такая, там мерзнут черно. Потом на коленях продольники проверяешь, стоишь, там Да, тоже все это. тоже, да. Я потихоньку холод набирает. Ну, Где-то, может быть, в избушке остынет, ну не знаю, ну да я только начинаю там, я, конечно, не жалуюсь никогда. Ну, бывает так. так, ну что, Иван, давай, Еще, Бог любит троицу. Бог любит троицу, да, будем закругляться потихонечку, А, спиральку зажгем, выгоним всех комаров, да, И- дреманем. дреманем. Рыбу утром почистим сейчас. Конечно, утром. Что, сейчас Утром, да, сейчас холодно, ничего не будет. Да. Вот, нет, крышкой закроем тогда и утречком почистим рыбу, посолим. Да, Ну и поедем на рыбалку и будем да. Смотреть Надеюсь. щуку. надеяться, да, что все у нас получится. Я только скажу Вале, ну что-то вот тут, блин, заныло. Что тебе дать паспорт? Я говорю, зачем? Ну посмотри, уже с твоего года никого нет. Я говорю, ну так, ну и это что? Бабушка у нас в 114 году Ну вот, видишь, как хорошо. крякнула. Вот так была здоровая. Ну, И вот, все да? босиком. Ходит босиком, блин. Ну вот. Калоши несет на палке. Дай Бог здоровья, дай Бог В церкви. почаще встречаться, дай Бог почаще выезжать на Ну, природу, в том и дело. на рыбалку. И тогда и забудешь, сколько тебе лет. Да? Не зря же говорят, что день, проведенный на рыбалке, в счет жизни не идет. Вот, Иван А у Григорьевич, меня если по дням взять, наверное, лет треть жизни. лет 15-20, наверное, на рыбалке провел, это Да. точно. Да. Я с детства, я как помню, ох ты, смотри, какая хорошая рыба сыграла. Вот, Ага. круг, видишь, какой круг. Ну да, Это очень хорошая рыба. это красная, наверное. Может и рыжуха. Да. Если медведь не переплывает. Да, что-то не уходит круг. Нет, сужается. И что?
А я тебе еще... А здесь медведь тогда переплыть хотел. Мы тут шашлыки жарили 2 года назад. Вот здесь на камнях шашлыки жарили. Медведь вышел там. Как он вот тут ходил 1 год. Мы тут костер тоже с Игорем ставили, мы тут остановились. А он вот тут ходит и палки ломает. Тресь. Я думал, я говорю, это, наверное, Паша пришел. Паша пришел, думает, нальем. И что-то стесняет. Ходил, потом не стали внимания обращать. Все, давай. Там играет, блин, или давай. косячок. На пасашок. С друзьями. Давай. Будем здоровы. Всего самого лучшего. Желаю людям. Ну вот и все. Да, было все прекрасно. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо за добрые комментарии. Спасибо за то, что нажимаете как нравлик. Кто-то, не помню, кто называет нравликом. Подписывайтесь также на канал Яндекс.Дзен. Времени сейчас пока нет интернета, ролики, может быть, там нет. Будет интернет, будет время. Ролики там идут, как сказать, 1,5-годовалой давности. Но там тоже не менее они интересны. Там тоже мы с Иваном Григорьевичем. Там еще на этих роликах еще живой Саня Калина, как говорится, вот это Царство Небесное. Вот, блин, я же как раз в больнице был, мне позвонили. Я говорю, ну, блин, даже на похороны не попадешь. Да. Так что заходите и на Яндекс.Дзен, подписывайтесь, смотрите. Монетизации на Ютубе нет. Так, там хоть что-то, копейка какая-то падает. Вот. Ну, еще раз всем спасибо. Еще раз всем до свидания. И всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. А это будет уже завтра. Да. Так что надолго не прощаемся. Да. Пока.